Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». В студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Я напомню, что в прошлом выпуске мы затронули довольно сложную, но очень важную для Башкирии тему суфизма. И остановились на периоде, по сути, еще средних веков, когда суфизм только набирал обороты, как течение вообще в исламском мире. Мы разбирали фундаментальные основы суфизма, которые, в общем-то, заложены в Коране. Человек по суфизму наделен наместническими полномочиями. Человек не бесправное существо. Это, конечно, он именно наместник Бога, посредством которого Бог познает свое творение, то есть самого себя. Понимаете, вот такая вещь. Процесс познания, согласно суфизму, он осуществляется. Но вот в суре Лукман говорится: неужели вы не уразумели, что Аллах подчинил вам то, что на небесах и на земле, и одарил вас, то есть человека, своими милостями и явными, и недоступными пониманию. Одним словом, задача человека понять знамение Аллаха посредством любви к нему, не страхом, а любви. Через страх ничего невозможно понять. Все постигается через любовь. Любовь разверзает небеса, благодаря чему становится возможным прорыв в инобытие. Любовь человека к Богу вызывает ответную любовь Творца. Аят снова. А когда спрашивают рабы мои обо мне, то ведь я близок, отвечаю призыву зовущего, когда он меня позовет. Так, согласно предначертаниям Корана, происходит процесс богопознания. Бог посредством человека познает самого себя, вернее, изучает свое творение, которое он изверг из самого себя. Это великий эксперимент и является смыслом бытия. Задача человека — быть достойным этой великой миссии, возложенной на него Богом. Он, повторюсь, не тварь дрожащая, а его наместник. Апостолом суфизма считается Мухьяддин ибн Араби, арабский мыслитель 13 века. Именно при нем суфизм достиг просто небывалых высот такого философского понимания всего. И именно ему принадлежит разработка концепции об одновременной имманентности и трансцендентности Бога, которая снимает проблему дуализма. Особенно ясно суть учения Ибн Араби выражена следующим аятом Корана. Мыслители мусульманские, они же не придумывали что-то, они всегда каждую свою мысль основывали на коранических аятах. С виду вообще непонятное, недоступное пониманию. А в Коране есть такой аят: Он первый и последний, то есть Он Бог. Он первый и последний, явный, то есть имманентный, и тайный, то есть трансцендентный. И Он о всякой вещи знающий. То есть одновременно явный по-арабски это захир, это олицетворение явного знания, то есть это различные богословские, юридические науки. И в то же время он тайный, по-арабски батин или батин, это олицетворение эзотерических знаний, то есть суфизма. Поэтому в Коране говорится, что он Бог первый и последний, явный и скрытый. Эта дихотомия ярко проявилась в максиме выдающегося суфийского поэта, тоже 13 века, Джалалиддин Руми. Он писал: «Зашей глаза, пусть сердце станет глазом». Понятно, да? То есть откажись от явного профанного знания, которое ты получаешь посредством глаз, и взгляни на суть вещей посредством сердца. Потому что сердце — это метафора духовного органа богопознания в суфизме. Не 5 чувств, через которые мы понимаем окружающий нас мир, а именно сердце. И мы тут подходим к центральному понятию не только суфизма, но и всего исламского вероучения — таухид. Таухид — единобожие переводится. То есть это главный столб ислама. Но большинство мусульман, особенно представителей так называемого юридическо-богословского понимания ислама, к которому относятся салафиты, ваххабиты, или сторонники как раз страха Божьего, они понимают его несколько упрощенно. По их представлениям, таухид — это уничтожение идолов. Вспомните, когда ИГИЛ захватил Пальмиру, что там было, они что начали делать? Что они там крушили? Крушили идолов, Баалов, Ваала, древних этих семитских божеств. То есть они серьезно полагают, что кто-то из современных людей может подойти к этим идолам и поклоняться и принимать за Бога. Понимаете, да? Интеллектуальный уровень этих людей. То есть мы же все нормальные люди относимся просто как какой-то культурной ценности. Конечно, То есть мы смотрим как на художественное произведение, нам интересно, как люди себе представляли, мы восторгаемся от работы мастеров, понимаете, да? А у них, в общем-то, какое-то другое понимание, они на полном серьезе считают, что эти истуканы могут конкурировать с Богом. На самом деле, кто настоящий мушрик? Мушрики — это те, кто предают Богу сотоварищу, то есть противники таухида. Получается, они же и сами, как это в жизни бывает, кто больше всех кричит «держи вора», тот и сам вор. Или, по их представлениям, Аллах — это какой-то исполин, сидящий на троне, они трактуют аят аль-Курси, то есть аят называется трон. И что Бог сидит на троне, объемлет руками весь мир и так далее. То есть буквальное прочтение аят аль-Курси. Суфии поэтому говорят, что нельзя образные сравнения, метафоры понимать буквально, это всего лишь метафора. Суфизм как раз он и возник для объяснения всех этих метафор. Ведь и в Коране написано: «Я посылаю вам притчи». Аллах сказал: «Я вам даю притчи, которые понимают только сведущие».
А дураки они понять не могут. Понятно, да, буквально воспринимать не нужно. Конечно. Нормальный, образованный человек отшатнется от таких вот примитивных представлений. Поэтому истинный таухид, как его понимают суфии, отличаются от этого. Бог — это свет, который пронизывает все мироздание и дает жизнь. Но свет невидимый. Ибн Араби пытается придумать такие метафоры для объяснения. Он писал, что Бог вот он подобен воде, которая пропитывает материю. Свое учение как раз о примордиальной традиции Рене Генон, кстати, отождествлял с суфийской доктриной шейха Мухьяддина ибн Араби. Эта доктрина называется «Вахдат аль-Вуджуд» – «Единство бытия». В своей работе «Ат-Таухид» Рене Генон, французский философ и мистик, писал, что Аллах самодостаточный в своей абсолютной полноте, Аллаху ас-Самад, и от которого целиком зависит существование и содержание всего на свете, всех вещей, которые вне его были бы ничем. Понятно, да? По его мнению, термин монотеизм не совсем соответствует понятию таухид, понятию мусульманского единобожия. То есть монотеизм уже. Потому что монотеизм предполагает лишь веру в единого Бога, но при этом может допускать самостоятельное существование иных онтологических центров. Допустим, как в Евангелии от Иоанна говорится, князь мира сего про дьявола. То есть получается, это уже тоже какой-то определенный, пусть несоизмеримый, значит, с Богом, но все-таки онтологический центр. Таухид мусульманский, он вообще отрицает возможность какого-либо дуализма в любой его форме, в полной, как было в манихействе, или в усеченной, как в христианстве он присутствует. Таухид не допускает этого, считая все сущее истечением божественного света. Вот в Коране, сура «Свет», по-моему, так и называется, сказано: «Аллах — свет небес и земли, его свет точно ниша, в ней светильник, светильник в стекле, свет в свете», восклицательный знак. «Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей», которые не все понимают. И Аллах сведущий о всякой вещи. То есть небесное и земное, согласно суфизму, являются всего лишь двумя сторонами одной и той же медали. Вот онтологический монизм, то есть все едино, воззрение, что все сущее восходит к единой субстанции, и есть, с точки зрения суфиев, подлинный таухид. Провозглашая только, значит, Аллаха, то есть трансцендентный невидимый мир, но отрицая онтологическое значение мира видимого, это как раз и есть разделение, не есть подлинный таухид. А суфии говорят, что все едино. Вот за это, кстати, суфиев иногда обвиняли в пантеизме, то есть в обожествлении природы. Но это неправильное, в общем-то, понимание просто суфийской доктрины. Коль присутствие Бога в сфере явного является реальностью, значит, мир здешний прекрасен, и жизнь имеет некий смысл. А как вот происходит процесс богопознания, да, вот суфии же всегда у них была репутация вот таких людей, которые, как вот простые люди говорят, они экстрасенсы, ясновидящие и так далее. Ну, понятно, что выдающиеся суфийские мастера, они были люди, обладавшие экстраординарными способностями, но это не главное, это просто было как попутный такой эффект вот этого движения по пути Тарика, мистического пути богопознания, когда они постигали некие божественные истины, которые недоступны профанам. С точки зрения суфизма происходил процесс богопознания. Поскольку вот было сказано, что весь мир был исторгнут из одной точки, а эта точка Бог, значит, в этом хадисе Кудси постулируется предвечное существование всех духовных прототипов, всего сущего, чьи коды записаны вот на хранимой скрижали, да, вот некий такой сервер, жесткий диск, исходник там. Поэтому в Коране есть очень загадочный аят, объяснение которому вот вы не найдете ни в одном тафсире. Я искал, ничего не нашел. Но в суфийской традиции, оказывается, этот аят давным-давно истолкован. Звучит он так: «И вот Господь твой извлек из сынов Адама, из спин их потомство, и заставил их свидетельствовать о самих себе. Разве не Господь я ваш?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Вопрос: как мог Господь собрать вместе всех сынов Адама, то есть всех людей, когда-либо существовавших, уже давно умерших и еще не родившихся? Мы понимаем, что здесь идет речь о каком-то вневременном аспекте, о реальности вневременной. Бог исторг из одной точки из себя весь этот мир. Соответственно, все это было до творения. Вот он собрал все вот эти духовные сущности, прототипы всего сущего, людей, всего, которые уже записаны, закодированы на вот этой небесной скрижали, на этом жестком диске, и спросил всех: «Разве не Господь я ваш?» И люди сказали: «Да, ты наш Господь». Признали еще до своего существования. И вот речь идет как раз о суфийской концепции предвечного договора между Богом и людьми, вот о котором в земной жизни, вот когда мы рождаемся, у нас уже теряется память, то есть мы не помним об этом договоре. Имплицитно оно присутствует у человека, вот я же говорил о кантовских априорных категориях, которые мы не знаем, в нас уже есть, но просто человек их не может себе раскрыть. Или то, что мы называем примордиальной традицией, да, о которой писал Рене Генон. Поэтому воспоминание суфия о своем предвечном предстоянии перед Богом — это и есть вот как раз процесс богопознания.
Вот. Суть и смысл суфийского пути богопознания – это воспоминание обстоятельств вот этого своего предвечного договора перед Богом. Вспомнить вот этот момент и должны как раз помочь молитва и вот суфийские практики. В этом и заключена суть суфизма, эзотерической сердцевины ислама. Учение вот об этом богопознании, о гнозисе, магрифат по-арабски, было разработано суфийскими шейхами Сахлом аль-Ат-Тустари, Джунайдом и другими. Пару слов все-таки, наверное, скажем о Рене Геноне. Мы говорим о суфийских мастерах. Книги их написаны давным-давно, написаны на арабском языке. Большинство из них нам недоступны. Многое, значит, нам уже непонятно, поскольку многие люди просто уже мыслят современными категориями и, в общем-то, находятся в такой англосаксонской парадигме, культурной парадигме. В арабской много чего непонятно. Но вообще они сохранены, и, в общем-то, они все для есть, исследователей есть. Это, безусловно, все есть. Вот. И Рене Генон, он был одним из современных интерпретаторов суфизма, не занимался вот конкретными какими-то вещами, он говорил о сути, о примордиальной традиции. Примордиал, то есть это извечные, изначальные, предвечные традиции тех идей, которые хранятся в этой скрижале Лаух аль-Махфуз. Всегда они незримо присутствуют здесь, они транслируются от Бога, но кто-то их может считывать, кто-то не может, тот уже от человека зависит, от его психологической конституции, да. Учение о примордиальной традиции, ее источником является Бог, да, и именно этим объясняются схожие черты, которые присутствуют практически во всех религиях. Вот Генон различает религию как совокупность ритуалов, догм, этических норм, то, что называется в суфизме захир, внешняя сторона, явная захир, и эзотерическую сердцевину вот этих учений, по-арабски батан, то есть скрытый. Допустим, в китайской экзотерической, то есть внешней конфуцианской традиции есть тоже эзотерическая сердцевина, называется даосизм. Допустим, в индуизме это брахманизм, духовная йога, например, да? В индуизме это каббала. В православии есть мистическое направление исихазм. В католицизме были там попытки, был Фома Аквинский, но потом была попытка придать институализацию вот этой традиции. Изначально вот ранее, допустим, орден иезуитов, у него было мистическое начало, потом он, конечно, там все полностью выхолостился и вот превратился уже в непонятно что. Но изначально, когда Игнатий Лойола создавал вот этот орден иезуитов, кстати, он же был баском, он жил в Испании, Игнатий Лойола, и причем в тот момент истории, когда только что прошла реконкиста, и все мусульмане были изгнаны. И вот его первоначальный иезуитский орден, он брал за основу именно суфийские тарикаты, которые оставались еще на территории Испании. То есть ему модель это была Модель, ближе. естественно, да. Он как раз, вот если посмотреть, все устройство вот этого братства иезуитов и так далее, и первоначально вот эта экстатичность, мистицизм, как раз это все оттуда. Правда, потом это все в ордене иезуитов пропало. И, кстати, Рене Генон именно с этим связывает падение уровня религиозности и кризис христианства. Падение авторитета церкви представляет собой не то, что изначально это было. Рене Генон писал, я признал, что несмотря на инициатическое происхождение, это в суфизме, инициатическое, то есть когда знание передается от наставника к ученику, от муршида к его мюриду, нужно было пройти инициацию там, через какие-то таинства и так далее. Вот поэтому он пишет, несмотря на инициатическое происхождение, христианство в настоящий момент является исключительно религией, то есть традицией сугубо экзотерического уровня. До этого я вам объяснял, что такое религия. Это просто совокупность всяких ритуалов и норм. Проникновение протестантизма в общество, где оно популярно, оно ведь выше, чем религии в обществах традиционных, скажем так. И экономическое развитие у них лучше пошло последние 200 лет. Вот как с этим фактом быть? Людям проще погрузиться, получается, вот в эту среду. Ну вот смотрите, давайте рассмотрим происхождение протестантизма. Да, вот возник он в 16 веке, когда вот в Европе началась реформация. Лютер был первым проповедником протестантизма. Рене Генон трактовал протестантизм, противоположность христианской традиции, католицизму. Он пишет, протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе, а на ее месте стремится утвердить свободный критицизм, то есть интерпретацию, полученную на основании частного суждения, нередко даже самой невежественной и некомпетентной личности и основывающейся на заключениях сугубо человеческого рассудка. Антитрадиционализм начинает с искажения религии, но всегда заканчивает ее полным уничтожением. Уход от бюрократии происходит, то есть уход от... С одной стороны, да, тут дело не в бюрократии, а от институции. Сначала произошла десакрализация института церкви, потом пошел вот этот естественный процесс ухода от церковной организации, и неизменно пришло к тому, о чем сейчас писал Рене, что трактовать религию, то есть, допустим, в любой общине, там, любой полуграмотный крестьянин выйдет, и он пастор, и он трактует.
как ему вздумается, понимаете, да? Вот он о чем говорит, что это антитрадиция. Но он с полная. людьми разговаривает на одном языке, его проще Правильно, понимать. мы говорим о социальной мобильности, социальных связях, но религия, это же... Если мы считаем, что религия и Библия, там, и Коран, они несут божественную истину, значит, она выше социальных отношений. Мы говорим об эффективности там какой-то, да, что вот зачем вот эту бюрократию содержать, легче же, вот пастора избрали, и вот он говорит. То же самое мы видим в исламском протестантизме, да, там, в салафизме, там, не надо нам никаких ученых и так далее, вот нас джимат, мы вот выбрали одного своего алима, который нам как хочет, так и Коран трактует. Это все, скажем, явление одного порядка. Этнологи что пишут на этот счет? Установлено, что вот капитализм, национализм и протестантизм были явлениями, не только возникшими в Европе одновременно, но и взаимосвязанными. Вот конкретно непонятно, что из чего вытекло, но ясно, что они являются маркерами антитрадиции. Есть такая работа Макса Вебера «Протестантский дух и капитализм», да? То есть он пишет, что протестантизм, он является духом капитализма. И капитализм, в свою очередь, вызвал к жизни протестанство. Капитализм – это стандартизация, упрощение всего, это вызвало и упрощение религии. Зачем все вот это? Какое-то нагромождение суперидеи. Нужно, чтобы человек винтик, вот он писать умеет, и быстро к станку. Не нужны размышления и так далее, и так далее, и так далее. Все это взаимосвязано. Капитализм, он вызывает, что он вызывает? Поскольку нужно все стандартизировать, возникновение единого литературного языка, людей объединяет в некое сообщество. Носитель этого литературного языка, это формирует национализм. Возникает нации, само явление национализма, это капиталистическое явление. Капитализм, национализм и протестантизм, это все, значит, три в одном, естественно. Именно поэтому, когда возник национализм, мы видели все вот эти чудовищные войны 19-20 веков. Возникает национальное государство, Германия расчлененная, она объединяется Бисмарком, возникает вот этот германский ресентимент. Нас, немцев, всю жизнь там угнетали. Первая мировая война они проигрывают. Потом появляется нацизм. Возникает понимание, что мы немцы для начала. Да, а уже потом... Вот, то есть вот это все из этого исходит. А любая традиция, она против упрощения. Она за цветущую сложность, как говорил Константин Леонтьев. Это совсем другое, потому что любое упрощение, оно выхолащивает. То есть это не значит, что каждый должен там погрузиться во всю такую традицию. То есть это люди не могут, потому что не у всех и достаточно времени есть и способностей все это познать, но это не должно отрицаться. И всегда общество будет делиться, условно говоря, на профанов и обладателей сакральных знаний. Суфизм как раз вот он не давал, затормаживал вот эти процессы трансформации ислама вот в такие фактически протестантские движения. В этой связи вопрос, поставленным выдающимся французским мыслителем, исламоведом Анри Карбеном. Он сказал: не получится ли так, что ислам, отбросив суфизм, утратит свою духовную силу? Также здесь вот уместно упомянуть великого мусульманского ученого Абу Хамида Аль-Газали. Как раз прошел вот этот путь. Сначала он был богословом такого юридического склада, изучал фикх. Потом он решил изучить спекулятивную теологию. Это мусульманский калам. Спекулятивную, то есть умозрительную теологию. Калам. Потом фальсафа изучил, то есть перипатетическую философию. То есть мусульманское переложение античной философии. И потом все это его не устроило, он все бросил, разочаровался во всем. 11 лет там находился в какой-то пещере в отшельничестве. И только потом пришел к суфизму. И наконец он нашел себя, как раз вот путь Абу Хамида Аль-Газали вот это и показывает, и написал вот свой главный труд «Ихья улюм ад-дин», воскрешение религиозных наук. Причем, почему он так называется? К его времени, а это был 12 век, все религиозные науки умерли, их нужно было воскрешать. И воскрешение он увидел только в суфизме. Раз уж затронули вопрос мусульманского протестантизма, салафизма, то нужно сказать, что вот как идейное течение обозначился в 13 веке, благодаря работам мусульманского богослова Ибн Таймии, был умереннее от современных его последователей. Он не отрицал как таковой суфизм, Ибн Таймия, а вот нынешние салафиты и там ваххабиты вообще отрицают. Он не отрицал, причем сам состоял в тарикате Кадирия и был последователем суфийского шейха Абдул-Кадира Джелани. Несколько веков вот этот салафизм, он пребывал вот как бы в спящем режиме, и только вот в 18 веке он внезапно актуализировался. Актуализировался благодаря проповеди Мухаммеда ибн Абдуль-Вахаба. Так же, как и протестантизм, ваххабизм первоначально принял форму пуританского течения, но затем принял форму арабского национализма. Вообще ваххабизм это было основой арабского национализма. Уже 19 века, начало 20 веков, направлен на сугубо мирские цели разрушения османского халифата и создания собственного королевства. Потом ваххабизм начали в 20 веке накачивать благодаря вот огромным нефтедолларам Саудовской Аравии. Первоначально там узкая группа людей его исповедовала, а потом начали накачивать. И вот через несколько десятилетий они
распространили настолько, что это уже стало проблемой для всего мира. Недавно ведь даже, вот, если кто следил за прессой, саудовский принц Мухаммед бен Салман открыто заявил, что Саудовская Аравия сознательно распространяла ваххабизм, причем по указанию Запада для противостояния СССР. Сказал газете «Вашингтон-Пост», и потом я еще смотрел на арабском сайте «Аль-Джазира», то же самое, все это я видел. Как и любая антитрадиция протестантского типа, ваххабизм, салафизм апеллирует исключительно к рассудку и буквальному прочтению Корана, совершенно отвергая при этом интуитивные знания, эзотерическую интерпретацию. Человек, признающий Коран своим словом Аллаха, вынужден признать и правоту суфийской интерпретации в первую очередь, и, следовательно, признать тарикат, мистический путь богопознания, ну и саму идею гнозиса. Однако ж ваххабиты, салафиты отказываются от этой величайшего наследия суфийской мысли, чем обедняет ислам и лишает его интеллектуальной мощи. Видите, во что они превращают? Мы видели там, что в Пальмире творится. Вот это что? Это в их понимании. Круши иноверцы, круши идолы, круши, там разрушают мавзолеи и так далее. В общем, хунвейбинство натурально, значит, как в Китае были в свое время, хунвейбины, книги жгли там и так далее. Поэтому впору задаться вообще вот этим вопросом сакраментальным, Андрей Карбен, не получится ли так, что ислам, отбросив суфизм, утратит свою духовную силу? Вот если произойдет именно так, то это, в общем-то, будет на их совести. Где выход вообще из ситуации? Вот сами Ибн Таймия, вот мусульманский мир расколот, как вот вообще, как найти выход? Никто же не призывает всех салафитов убивать, тюрьмы их там закрывать. Дело не в этом, но как быть, как примирить, как, чтобы мусульмане не находились в таком жутком расколе. Особенно вот это поразительно, что ваххабиты, вот уже в учении ваххабизма, это уже самая такая крайняя форма салафизма, вот они уже себе постулат такой придумали, что только они являются обладателями, значит, подлинной истины. Если кто-то не на их позиции, все, он там в лучшем случае заблудший. Это мусульмане, но заблудший. Ну, а там уже самые там крайние такфиристы, так называемые, просто их неверными объявляют. И когда тебя объявляют, что ты вышел из ислама, это, в общем-то, самое тягчайшее обвинение, которое только может быть. Пророк в одном из хадисов сказал, что община распадется на 73 течения. 72 из них попадут в ад, и только одно будет верное. Поэтому, если вот придерживаться вот этого хадиса, вот он дает вот мостик для примирения. А как определить, кто из них вот это одно? А как никто не определишь, это только Бог определит. Поэтому в исламе есть такое направление, концепция мурджиизм, откладывание. То есть это... не пришло время еще решить. Да, не вы должны здесь решать, почему вы берете на себя божеские функции. Это же тоже получается ширк. Вы почему берете на себя божеские функции, считая, что вот вы знаете лучше Бога, кто из 73 течений является верным. Поэтому мурджиизм предлагает здесь, в этом мире не ссориться. Пусть, если хотят, каждый свою исповедует. Отложить до вечного суда. Вот в судный день все станет ясно. Отложите. Вот как раз я считаю, что вот это и можно многим мусульманским течениям, в общем-то, найти общую точку соприкосновения, в общем, и примириться. Ну что ж, мы продолжим говорить о суфизме, в том числе о суфизме на территории Республики Башкортостан в следующей программе. Я напомню, что в эфире была передача «История башкирских родов». В студии был Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо, Салават. Спасибо вам. Спасибо нашим слушателям и до новых встреч. До свидания.